Добрый день, уважаемые абитуриенты. Позвольте представиться, Фазлыева Айгуль Фаритовна, доцент кафедры профессионального и социального образования. Мне бы хотелось рассказать о вступительных испытаниях по дисциплине «Основы социальной работы». На слайде вы видите о том, что сейчас основная форма сдачи экзамена по дисциплине «Основы социальной работы» будет составлять дистанционный формат. Мы понимаем о том, что для того, чтобы сдать этот экзамен, то мы предлагаем такой вид экзамена, как тестирование. Когда вы будете отвечать на вопросы, то общее количество вопросов будет составлять 25 вопросов. То есть тест состоит из 25 вопросов. Продолжительность вступительного экзамена, вступительного испытания будет составлять 60 минут. И вы должны учитывать о том, что для того, чтобы сдать тест, вам будет дана только лишь одна попытка. Поэтому необходимо вот этот момент учитывать. Необходимо, когда вы будете сдавать тестирование, то вам необходимо будет сдать самое минимальное количество баллов, это 40. Ну и мы сами понимаем, что максимальное количество баллов при сдаче тестирования будет составлять 100 баллов. Также вы на экране, уважаемые абитуриенты, видите, какова же структура тестовых заданий. Ну и в основах социальной работы мы включили 3 основных раздела. Это социальная работа как вид профессиональной деятельности. Также мы включили вопросы, связанные с историей развития социальной работы в России. Третий раздел это связано с социальной работой и социальной политикой, потому что это 2 взаимосвязывающих направления работы. И четвертый раздел это вопросы будут связаны с технологией социальной работы. Кроме того, мне бы особенно хотелось бы отметить о том, что все это тестирование у вас будет проходить в дистанционном формате. И на что я бы хотела особенно обратить ваше внимание. Перед тем, когда вы будете сдавать тест, вам необходимо будет иметь электронную почту, знать от этой электронной почты логин и пароль. Поэтому обращаю ваше внимание, когда вы будете подавать электронную почту, что бывает так, что на письма от приемной комиссии Башкирского государственного педагогического университета могут попасть в спам. И для этого, чтобы этого не было, вам необходимо будет обратиться и просмотреть свою папку. Следующий такой момент, на что необходимо обратить внимание, это когда вы будете посещать сайт приемной комиссии Башкирского государственного педагогического университета, вам необходимо будет знать, войти надо под своим паролем, который вы можете поменять при первом входе в учетную запись. Для того, чтобы сдать тестирование перед экзаменом, то есть вам нужно иметь фотографию цветную, и также вам необходимо будет при входе, перед сдачей экзамена, необходимо будет развернуть паспорт, и где будет видно ваша фамилия, имя, отчество и фотография. То есть этот момент тоже вы учитываете. И когда вы будете сдавать экзамен, то вам необходимо прикрепить цветную фотографию. Кроме того, мы должны помнить, что я уже говорила о том, что у нас время для сдачи теста ограничено. Вам будет предоставлено всего лишь 60 минут. То есть у вас есть всего лишь одна попытка успешно сдать экзамен. Теперь особо мне бы хотелось отметить о расписании вступительных испытаний, то есть когда вы будете сдавать
тест по дисциплине «Основы социальной работы». Вот вы видите на экране сайт приемной комиссии. Вот. Вам необходимо войти в вкладку «Раздел», такой это бакалавриат, специалитет. Затем вам нужно будет, и там вы увидите в вкладке, вы увидите особенности приема. И в особенностях приема там предлагаются различные позиции. Вам из этих позиций необходимо будет отжать на расписание консультаций и вступительных испытаний бакалавриата и специалитета на 2022-2023 учебный год. Вот, поэтому то есть здесь вы можете увидеть конкретное расписание вступительных испытаний. Ну и давайте более конкретно скажем, с вами поговорим о том, когда же нам необходимо будет сдать дисциплину по основам социальной работы. Вот. На следующем слайде вы видите конкретное вам расписание дано. Я должна оговориться, что вступительные испытания сдаются после среднего профессионального образования. Вот. И вы видите вот одно из расписаний, вот она выделена желтым цветом, то есть основа социальной работы. Здесь вы видите, что вы можете просмотреть программу вступительных экзаменов, также вы можете посмотреть форму сдачи, да, то есть когда вы будете сдавать экзамен. Также вы видите там же в форме сдачи, вы конкретно видите инструкцию и инструкцию о получении пароля и логина. Обращаю ваше внимание, что консультацию по основам социальной работы она состоится 21 июля. И при этом мы видим с вами 4 дня о том, что 4 срока, когда человек может или абитуриент может сдать экзамены. Если, например, студент с 20 июня по 20 июля сдал документы, подал документы в приемную комиссию, то у него дата сдачи 23 июля. То есть с 10 часов утра до 22 часов вечера абитуриент может сдать, вот в течение этого времени длительного, может сдать экзамен. Резервный день предусмотрен вот в первом случае, это 26 июля. Ну и в резервный день вы видите на экране, также нам оговорены и говорится о том, когда же можно сдать время, где мы можем сдать экзамен. Также на экране мы конкретно видим, что если абитуриент подал документы с 21 июля по 12 августа, то сдает он экзамены по основам социальной работы 17 августа. Время сдачи с 10 часов утра до 22 часов вечера. Ну и резервный день это 21 августа с 10 до 5 часов вечера. Затем, если абитуриент подал документы с 13 по 16 августа, то ему необходимо сдать экзамен 19 августа. Время сдачи с 10 часов утра до 22 часов вечера. Резервный день 22 августа с 10 часов утра до 5 часов вечера. Ну и есть у нас также такой момент, что и 4-я волна сдачи экзамена это с 17 августа по 11 сентября. Дата сдачи экзамена по дисциплине основы социальной работы составит 15 сентября с 10 часов утра до 20 часов вечера. То есть вы видите на этом экране конкретные дни, когда вы можете сдать экзамен по дисциплине основы социальной работы. Ну и, конечно же, очень многих абитуриентов волнует вопрос о том, как же успешно сдать вступительные экзамены.
Да? Ну и здесь мы, конечно же, уделяем также большое внимание тому, как может студент, будущий студент подготовиться к экзамену, к тестированию. Вам опять-таки надо будет зайти на сайт педагогического университета, найти вкладку «Бакалавриат и специалитет», затем вы увидите подразделы, да, различные вот представлены подразделы, и среди них, этих подразделов, есть программа вступительных испытаний по дисциплине «Основы социальной работы». Вот. То есть вот здесь вы можете конкретно ознакомиться с программой вступительных экзаменов, да, то есть ознакомиться и подготовиться надлежащим образом, чтобы достойно сдать тест. Ну вот и непосредственно программа вступительного испытания, она перед вами на экране. Здесь нам даются некие рекомендации о том, какой должен бывать, у вас должен быть компьютер, да, для того, чтобы этот компьютер смог у вас сдать. При помощи этого технического средства вы могли пройти вступительные испытания. Дальше вы видите о том, что если у вас есть планшет, через планшет вы сдаете, то там тоже представится, на экране мы видим непосредственно, какие технические характеристиками должен быть обладать планшет, если вы сдаете через планшет. Ну и вы сами видите, уважаемые абитуриенты, о том, что программа вступительных экзаменов, она предполагает 4 основных раздела, которые я уже называла ранее. Это социальная работа как вид профессиональной деятельности, история социальной работы и социальная политика. Ну и заключительный раздел – это технологии социальной работы. Также на этом слайде мы видим литературу, которая позволит вам подготовиться к сдаче экзамена. Ну, конечно же, мы понимаем, очень значимый такой учебник является, они наиболее свежие, наиболее, ну, скажем так, они недавно изданные, да, в серьезных издательствах, и те положения, которые изданы, предложены в этих учебных пособиях, они, в общем-то, отражают содержание социальной работы на сегодняшний день. То есть это наиболее актуальная информация. Здесь вы можете, конечно же, взять учебные пособия под редакцией Павленка, для того, чтобы знать, например, эту книгу, эти учебные пособия, вы можете ознакомиться как с историей, как с социальной работой. Вот. Там же вы можете и ознакомиться с основными технологиями социальной работы, которые существуют на сегодняшний день. Также вот особую любовь у меня вызывает книга, учебное пособие, изданное совместно Холостовой и Климантовой. Это социальная педагогика, социальная политика, прошу прощения. И вот в этом учебном пособии то мы можем увидеть взаимосвязь социальной работы и социальной политикой. И в этом учебнике отражены все основные ведущие положения в области социальной политики. Ну и, конечно же, мы не можем и затронуть учебное пособие, которое издала Холостова. Это история социальной работы. Здесь вы можете также ознакомиться с основными положениями о том, как развивалась история социальной работы в России. Ну вот, программу мы с вами вступительных экзаменов просмотрели только что, и я бы хотела вам продемонстрировать, немножко разобрать те примерные задания, которые представлены, которые вам необходимо будет сдать во время тестирования. Ну, первый раздел – социальная работа как вид профессиональной деятельности. Вы видите примерно 3 вопроса в этом тесте, да. Вот. Ну, давайте попытаемся немножечко эти вопросы этого теста разобрать. Итак, первое задание – это назовите принципы социальной
помощи, да. Если мы, то есть на сегодняшний день принципом социальной помощи является это адресность и гарантированность. Вот. Например, второй вопрос, что такое социальное обслуживание. Тут вы видите 3 варианта ответа, да. В общем-то, если так посмотреть, да, то все эти варианты очень близки, схожи, и эти варианты, они, в общем-то, отражают на сегодняшний день социальное обслуживание. Но если вчитываться, да, в детали, то на сегодняшний день мы видим, что социальное обслуживание, это все-таки предполагается, это система мероприятий, направленных на восстановление, на коррекцию нарушенных функций статуса человека, защита гражданина, человека от социальных рисков путем комплексного воздействия человека со стороны. Ну и третий вопрос, что из себя представляет структура социальных служб в регионе. Она, конечно же, в структуру социальных служб, она определяется от структуры населения, которая есть в том или ином регионе, и также от тех потребностей, которые граждане, от потребностей граждан от потребностей граждан от социальных услуг, то есть насколько они нуждаются в тех или иных потребностях. То есть вот в этом ответе мы видим вариант А, это структура населения и потребности в социальных услугах. Также на следующем экране, вот на этом экране в частности, мы видим раздел номер 2 «История социальной работы в России». Вот. Давайте также мы разберем некоторые вопросы по истории социальной работы. Значит, первый вопрос, какие социальные патологии изучались в XIX веке, да? Ну, и мы с вами понимаем, вспоминаем XIX век, да, что какие социальные были отклонения, проблемы наиболее яркие в XIX веке. Ну, и среди 4 вариантов ответов, то в XIX веке не изучалась проблема инвалидности. То есть первые 3 вопроса в данном случае будут правильны, и не исключить, если неверный ответ, то это инвалидность. Второй вопрос. Кто впервые написал метод индивидуальной работы? Да? Вот. Ну, здесь немножечко нужно понимать о том, кто что сделал именно в области социальной работы. На экране вы видите наиболее выдающиеся граждан, ученых, исследователей, которые внесли большой вклад в развитие теории и технологии социальной работы. Но в данном случае мы понимаем, что впервые метод индивидуальной работы в социальной работе описала Мэри Ричмонд. Третий вопрос. Кто является автором работы «Социальные диагнозы»? То есть из 4 вариантов ответов, конечно же, Мэри Ричмонд, она впервые также написала «Социальные диагнозы», выдающуюся книгу, которая пользуется популярностью и по настоящее время. Также 3-й раздел «Социальная работа и социальная политика». Ну, вы видите на экране 2 варианта, 2 вопроса. Вот. Первый вопрос. Реализация социальной политики основана на применении комплекса механизмов, основными из которых являются. Основными, конечно же, являются это законодательно-нормативные и финансово-бюджетные. То есть первый вариант ответа. И также социальная политика, она очень сильно находится в зависимости от типов финансового механизма. Вот, то есть и вопрос нужно определить, выделить следующие типы финансового механизма, которые влияют на социальную политику и на социальную работу. Это, конечно, директивный финансовый механизм и регулирующий финансовый механизм. То есть это вот два типа, которые влияют на развитие социальной политики и социальной работы. Ну и на этом экране вы видите контактную информацию о том, что в день экзамена вы можете
написать мне на WhatsApp или на почту вопросы некие, да, которые у вас возникли, вот, конечно же, мы попытаемся на эти вопросы, я попытаюсь на эти вопросы ответить. Также вы можете обратиться и на почту университета, и также приемную комиссию Башкирского государственного педагогического университета. Также на этом экране вы видите и телефон приемной комиссии, где также вы можете задать вопросы по дисциплине основы социальной работы. На этом все. Я жду и надеюсь, что вы благополучно и успешно сдадите экзамен по дисциплине основы социальной работы. Спасибо. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.